коллеги, я рада приветствовать вас на очередном семинаре, посвященном преподаванию нашего предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». В планах мероприятий по проведению таких семинаров была тема «Современные и традиционные подходы к преподаванию РКС». Что касается темы, то я бы хотела сказать, что обычно традиционные подходы в нашей ситуации становятся современными. Если говорить, например, о эвристической беседе, о беседе, которую вел обычно Сократ со своими учениками, то он, конечно же, сколько уже тысячи лет назад, такой метод традиционный, но современный применял. Поэтому, конечно же, тема будет такая рамочная, а мы с вами поговорим о тех основных методических подходах, которые были заложены в курсе преподавания ОРКС изначально в тех документах, которые организационно помогали нам начинать работу по этому новому предмету. Основные вопросы семинара – это основные методические подходы к преподаванию основ религиозной культуры и светской этики, методические особенности преподавания модуля «Основы православной культуры». И сегодня мы начнем знакомство с нашими победителями нашего конкурса «За нравственный подвиг учителя». И сегодня перед вами будет продемонстрирован урок победителя, обладателя гран-при Черных Нины Николаевны «Подвиг христианской жизни». Вот такой у нас с вами план мероприятий. Сегодня ведут семинар я, Тамара Александровна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности КРИРО, и Черных Нина Николаевна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Русская гимназия» города Сыктывкара. Итак, основные методические подходы преподаванию ОРКС, в том числе и основ православной культуры, поскольку мы сегодня будем обращаться к опыту преподавания именно этого модуля, отражены в программе и методических материалах Министерства образования и науки Российской Федерации, выпущенных в период эксперимента 2009-2011 года. И здесь видите выходные данные этого документа, и именно он являлся основоположным документом по организации методических подходов к преподаванию этого предмета. Также в инструктивном нормативном письме об обучении основам религиозной культуры и светской этики в общеобразовательных учреждениях Минобрнауки от 22 августа 2012 года тоже были сформулированы основные целевые задачи. Какие же это задачи, которые стояли перед нами в момент запуска этого предмета? Ну, во-первых, это знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддистской, индейских культур. Это развитие представления обучающихся о значении нравственных норм и ценностей жизни личности, семьи и общества. Это формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи. И развитие способности обучающихся к общению в полиэтнической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Вот такие задачи стояли перед нашим курсом. И если говорить применению, опять же, нашего модуля «Основы православной культуры», здесь следует выделить задачу формирования ценностно-смысловой сферы личности школьника с учетом мировоззренческого и культурного самоопределения семьи. В данном случае, конечно же, выбором семьи для изучения предмета модуля. И эта задача конкретизирует основную цель изучения предметной области. Это духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника на основе исторических, культурных традиций православного христианства, Русской Православной Церкви. При этом школа выступает социальным партнером семьи, оказывая поддержку семьи в духовно-нравственном воспитании ребенка на основе традиций и ценностей всех конфессиональных религий, которые являются традиционными для Российской Федерации.
В методическом плане при создании наших учебно-методических пособий к предметной области ОРКС основополагающими были следующие положения. Прежде всего, это ориентация учебного материала на положительные знания о религии, культуре, традиции в доступной форме для учащихся 4 класса. Это, конечно же, раскрытие исторических, культурологических, нравственных аспектов религиозной традиции через конкретные историческое и личностно значимые для обучающихся примеры. Это отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов. Объяснение сложных понятий и терминов в тексте учебника преимущественно в контексте описательно-повествовательного изложения. Исключение оценок любой другой религии, религиозной культуры. Акцентирование материала на гражданском равноправии всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от их отношения к религии или религиозной принадлежности. Вот это основополагающие подходы, которые легли в основу методики преподавания ОРКС. Также следует обратить внимание на то, что основные итоги изучаемой предметной области, диагностика и оценка результатов образования по ОРКС, рекомендовано было провести 3 диагностических исследования. Исходная диагностика в начале учебного года, промежуточная диагностика в конце первого полугодия в форме анкетирования с целью выявления уровня знаний учащихся по изученной теме за полугодие, и их личностное отношение к урокам, и итоговая диагностика в конце учебного года. Мы с вами знаем, мы долго обсуждали, почему предлагается безотметочная система этого предмета, но любая школа, в зависимости от того, какое она принимает решение, могла и использовать отметочную систему. Что касается безотметочной системы оценки, она может включать оценивание посещаемости учащихся уроков, активности учащихся на уроках, качество ведения учебной тетради. Но есть у УМК, конечно, и рабочие тетради, но можно было использовать и свои учебные тетради, плюс словари с терминами, с понятиями изучаемыми. Это выполнение самостоятельных кратких тестовых заданий к отдельным урокам. Это факты и качество подготовки школьников сообщений к урокам по заданию учителя или по своей инициативе. Факты и качество участия школьника и его семьи во внеурочных и внешкольных занятиях, мероприятиях предметной области. Участие в подготовке итоговых творческих проектов. И мы с вами знаем, что в середине учебного года обычно такие итоговые проекты за полугодие представлялись. И предлагалось даже, если в школе есть выбор всех модулей, то проводить такие межклассные, межгрупповые мероприятия, где представлялись итоги работы разных модулей. Кроме того, участие в школьных и других конкурсах, викторинах. И мы знаем с вами, что, например, по модулю основ православной культуры есть общероссийская олимпиада школьников по этому предмету, которая входит в основной перечень олимпиады по учебным предметам. Вот все это могло войти и ложиться в основу такой вот оценки, оценивания по баллам. Можно продумать бальную систему оценивания итогов обучения. И отметочная система оценки знаний успеваемости по предмету ОРКС по выбору учителя или образовательного учреждения, принимая во внимание исходный уровень подготовки учебной группы, может использоваться и отметочная система. Но в этом случае рекомендуется ограничиться 3 отметками: отлично, хорошо, удовлетворительно. Но при использовании отметок предоставляется целесообразно делать это в дополнение к указанной выше комплексной оценке, о которой мы уже сейчас говорили с вами. И соотнести систему баллов, набранных школьниками по комплексной безотметочной системе оценки, с определенными итоговыми отметками и уже выставлять итоговую оценку. Ведение преподавания православной культуры в школе, включая подготовку учителей учебного и методического обеспечения, осуществляется во взаимодействии с организациями Русской Православной Церкви.
В связи с этим для учителей, преподающих основу православной культуры, также имеет значение и официальные методические материалы отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В частности, на сайте отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви можно найти, и других, кстати, церковных организаций, можно найти такие документы, как разъяснение к указанным методическим материалам образования и науки Российской Федерации и рекомендации для введения епархиями и работы среди родителей по выбору изучения основ православной культуры. Но вы знаете, что у нас в Республике Коми выбор модулей был, конечно же, не такой, как в современной ситуации. Мы начинали с 3% выбора модуля «Основа православной культуры». Конечно же, это вызывало много вопросов о Русской Православной Церкви, именно Сыктывкарской и Воркутинской епархии, поскольку по статистике выбор, значит, семей православной конфессии был далеко не таким. То есть это 70% или даже больше идентифицировали себя как православные члены общества нашей Республики Коми. По выбору модуля для обучения своих детей вот такой низкий процент. Но вот на сегодняшний день он уже составляет 34%. Но это, в общем-то, уровень средний по Российской Федерации. Если перейти ко второму вопросу, мы сейчас переходим с вами. Второй вопрос у нас – это методические особенности преподавания модуля «Основы православной культуры». То здесь мы, конечно же, обратим внимание на то, что введение преподавания православной культуры в школе, оно методически сопровождается и преподавателями, и учеными, которые занимаются разработкой учебно-методических комплектов для изучения этого модуля в общеобразовательной школе. На сегодняшний день модуль «Основы православной культуры» имеет около 4 изданий разных авторов, но мы сегодня с вами остановимся на учебно-методическом комплекте, который рекомендует, имеет гриф этот учебно-методический комплект, это авторского коллектива Ольги Леонидовны Янушкевичине, отца протоиерея Дорофея и других авторов, входящих в эту группу. Значит, и вот сейчас мы хотели бы обобщить некоторые методические особенности преподавания модуля «Основ православной культуры», а затем я хотела познакомить вас вот с этим учебным пособием. Итак, если говорить о формах организации учебной деятельности по основам православной культуры в 4 классе, то эти формы самые разнообразные. Это и, как вы видите, учебный диалог в форме репродуктивной или эвристической беседы, включая в последнем случае создание проблемных ситуаций. Это групповая работа при оценке освоения в классе определенного учебного материала. Это введение в рабочей тетради или отдельно поурочного словаря основных терминов, понятий. Самостоятельная работа учащихся с учебным текстом, с отдельными вопросами и заданиями в классе и дома. Это выполнение заданий, особенно повышенной сложности в семье, с родителями. И, конечно же, ролевые игры, театрализованные постановки, там, где они уместны по содержанию тематического учебного материала. Подготовка и представление в классе или перед широкой аудиторией групповых творческих проектов. Активное использование средств художественной культуры, образного ряда, разного рода иллюстраций, видеоматериалов и так далее. Если продолжить некоторые особенности форм, то мы можем еще назвать здесь визуализацию учебного материала в форме красочных учебных презентаций. Это тоже очень часто используется. Чтение стихов, отрывков из литературных произведений, использование форм внеурочной и внешкольной деятельности, такие как посещение храмов, музейных экспозиций,
местных достопримечательностей, памятных святых мест, встреч с интересными людьми и священнослужителями. Очень важно, конечно же, использовать такие вот редкие музейные экспонаты. К сожалению, вот редкая такая икона, которая была написана самим святителем Стефаном Пермским, это Зырянская Троица, находится сейчас в музее в Вологде, но списки этой иконы находятся и у нас, в наших храмах, вот, в частности, в храме Рождества Христова, в соборе, Свято-Стефановском соборе. И, конечно же, вот демонстрация таких вот культурных памятников, которые демонстрируют культуру конфессии, это очень важно для подрастающего поколения. Написание авторских эссе, сообщений, сочинений на основе материала учебника и дополнительных материалов, что способствует развитию навыков построения письменного текста, работа с разнообразными источниками. Активное использование предметно-деятельностных форм работы учащихся на уроках при выполнении домашних заданий. Это может быть рисование, раскрашивание, поиск и вклеивание в тетради каких-то изображений по теме урока. И, конечно же, ограниченное применение тестовых заданий, в основном предназначенных только для контроля освоения ими рабочего материала. Ну и вот я уже говорила о том, что предусмотрено, что по итогам обучения полугодия и всего курса предполагаются итоговые групповые творческие проекты. И по урочному планированию это, конечно же, в авторской программе вот, пособия, о котором мы будем говорить, все это рекомендовано и используется. Желательно как минимум 1 час выделять на внешкольные мероприятия, посещение православного храма, церковного прихода. И те школы, которые это делают, конечно, у детей остается очень такое глубокое впечатление, особенно тех детей, которые, изучая модуль основ православной культуры, не посещают по той или иной причине с родителями храма. Поэтому это тоже очень важно. И здесь имеет большое значение реализация межпредметных связей. То есть связь учебная, внеурочной, внешкольной деятельности по предмету, выезд, вот опять же, допустим, какой-то монастырь посмотреть, и архитектура одновременно, и какие-то памятники культуры. И межпредметные связи тоже реализуются через предметы по словесности, искусству, окружающему миру. Вот тот учебник, о котором я уже говорила, в нем очень много разных текстовых материалов, материалов по искусству, которые демонстрируют эту межпредметную связь. Взаимосвязь изучения православной культуры в урочной, внеурочной и внешкольной работы, она очень важна для ученика, чтобы у них появлялось целостное представление, как бы формировалось такое целостное пространство, где они могли увидеть ценности православной культуры не просто вот в пространстве, допустим, церковной жизни, да, но в целом в культуре народа, в культуре окружающей среды. И вот я еще раз повторяю, что внешкольная деятельность при изучении основ православной культуры, посещая близлежащие храмы и монастыри, это очень важно для развития культурных представлений у ребят, изучающих этот модуль. Ну и, наконец, мы сделаем переход к рекомендуемому учебному пособию, о котором я уже вам говорила. И так, что-то случилось. Итак, издательство «Русское слово», модуль, учебник по основам православной культуры. Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, допущен отделом религиозного образования и катехизации РПЦ.
Вот я хочу сказать, что это тоже очень важно, поскольку преподавание предметов, связанных с конфессиями, оно должно быть, ну, так скажем, критически проанализировано с точки зрения содержаний именно основными традиционными конфессиями на предмет, чтобы не было искажений религиозного содержания. И здесь это очень важно. Авторы этого учебного пособия, вы видите, целый авторский коллектив, и поэтому этот учебник действительно богат своими методическими такими находками, предложениями. Особенности учебника. Учебник рассчитан на все 34 учебных часа по времени, 1 час в неделю, вот, и соответствует всем требованиям. Про особенности учебника, вот я уже говорила, что он действительно очень такой содержательный, яркий, доступный. Разноуровневые методические аппараты используются как для самостоятельной, так и для исследовательской работы. И что особенно важно, для педагога имеется хорошее методическое пособие по преподаванию уроков. Плюс по каждому урочному планированию имеется много дидактических средств, текстов, которые можно использовать по выбору учителю для того, чтобы организовать хороший урок. Но вы видите, содержание тем, такое очень образное, неформальный такой подход использован авторами, и уже само название темы урока, оно как бы интригует, как бы создает такую проблемную ситуацию, и ребенку уже интересно погружаться и понять, что же там такое в этой теме рассматривается. Структура учебника, 29 тем, введение, словарь, как необходимые структурные элементы каждого учебника. Основные рубрики, здесь показаны их значки. Введение знакомит основной проблематикой курса с ключевыми понятиями. Вот вы видите, здесь обведено понятие культура. Что такое православная культура? Именно с православной культурой, которая уже больше 1000 лет находится, исповедуется нашим русским народом, со дня крещения Руси. Вот этот текст здесь как раз представлен. Значит, также здесь имеется методика работы с самим учебником, объясняется ребятам, как можно работать с учебником. Ну и, наконец, организация учебного материала. Вы видите, что изложение материала открывается через раскрытие тесной связи любви к своей стране, с бережным отношением к ее культуре, к духовным традициям. Тексты очень доступные, такие образные. Ого, перескочила. Вот. Так. Ну и если говорить о моментах мотивации на обучение, то в тексте учебника все продумано, структурировано. Есть часть, которая как бы создает проблемную ситуацию, мотивирует ребенка на то, чтобы он начинал погружаться в содержание, в тему. Здесь же приводятся авторские мнения известных людей, и это тоже очень важно. Выделяются понятия, и ребенок уже в тексте легко ориентируется, если ему дается какое-то самостоятельное задание, то тем более. Текст каждого урока, в тексте каждого урока имеется текст, я уже, как сказала, для актуализации или мотивации изучения этой темы, и предлагаются дополнительные материалы. Вот мы уже с вами говорили о межпредметных связях. Конечно же, литературные памятники, литературные источники, стихи, проза, все здесь широко применяется. Как в самом тексте учебника, так и в методическом пособии можно найти еще какие-то дополнительные материалы. Организация учебного материала, отражены этические ценности.
Мы понимаем, что предмет этот введен с целью как раз формирования ценностно-смыслового ядра личности. И эти этические ценности, они как раз отражаются в тексте учебника. Ребенка, собственно говоря, учат нравственности, милосердию. Вы видите, какие красивые иллюстрации. Иллюстрации, связанные с различными церковными праздниками, с историей. Вот, например, с правой стороны вы видите окончание всемирного потопа. Мы видим, как Ной выпускает голубя из ковчега, и как раз голубь должен принести веточку дерева, которое уже может свидетельствовать о том, что потоп закончился и можно выходить на сушу. То есть вот такие красивые красочные картины, они тоже обращают детей в историю, в культуру нашего Отечества. Ну вот иллюстрации. Опять же мы видим сопряжение светского и церковного искусства. С одной стороны известный адмирал Федор Ушаков, а с другой его икона, как святого. И это образы, это идеалы, на основе которых мы можем формировать ценностные качества личности, рассказывая о биографии этого выдающегося полководца России. Иллюстрации используются также изобразительного искусства. Вы видите здесь картины известных художников Левитана, Васнецова. И тоже, рассматривая эти иллюстрации, мы видим, как это наша культура преломляется, религиозная культура преломляется через уже вот такую культуру изобразительного искусства. Троице-Сергиевая лавра, современные фотографии тоже свидетельствуют об культуре нашего зодчества. Праздник православной гимназии. Тоже мы видим с вами, что здесь ученики демонстрируют какое-то театрализованное представление. Иллюстрации, сопряженные со стихами, собственно, детские рисунки. Это тоже очень такой важный элемент воспитания, культуры, восприятия религиозного мировоззрения. Методический аппарат ориентирован на реализацию личностных, предметных и метапредметных результатов федерального стандарта, нацелен не только на анализ и систематизацию изученного материала, но и на самостоятельный поиск дополнительной информации. Подвигает обучающихся на самостоятельное личностное осмысление поставленных морально-нравственных проблем. И мы с вами видим, что здесь федеральный стандарт реализуется в полной мере формирование различных компетенций, предметные, в чем состоит почтение к родителям, как 6-я заповедь связана с клеветой, злословием. Вот конкретное содержание, вопрос на конкретное содержание. А личностные. Попробуй сегодня после этого урока никого не обижать, не сплетничать, не жадничать и не желать того, что есть у других. Уважительно и с любовью относиться к родным. А в конце дня спроси себя, насколько получилось так себя вести, трудно ли тебе было. Поделись своими наблюдениями в классе. Тут формируются личностные компетенции и метапредметные. Какой бы стала жизнь, если бы все люди всегда следовали 10 заповедям? Напиши эссе и краткое сочинение на эту тему. То есть вот такие задания, они позволяют ребенку погружаться уже в такое вот личностное развитие, собственно, формирование своей воли, и все это способствует формированию ценностно-смыслового ядра личности. Вот если говорить в целом об учебно-методическом комплекте этого учебного пособия, то мы видим, что здесь для учителя, в общем-то, создано все необходимое. Рабочая программа, есть программа курса, методическое пособие, и есть еще рабочая тетрадь для учащихся. То есть берите и работайте, в общем-то, авторский коллектив продумал все до мелочей, только осталось это все одушевить, да, личностью самого учителя.
Сейчас авторский коллектив работает над продолжением своего учебно-методического комплекта. И я очень советую нашим педагогам рассмотреть вариант того, чтобы продолжить модульный подход к обучению этого курса в 5, в 6, в 7 классе. Да, на сегодняшний момент этот авторский коллектив уже создал учебники по основам духовно-нравственной культуры народов России по 7 класс. Вот, если бы вы заглянули в эти учебники, это очень интересно, это действительно погружает ребенка в нашу традиционную культуру и позволяет совершенствовать им свои нравственные качества. Таким образом, мы с вами рассмотрели учебные пособия, которые мы рекомендуем использовать наряду с другими учебными пособиями, которые есть издательства как «Просвещение», так и «Русское слово». И хотела бы сказать, что действительно наши учителя очень творчески, очень ответственно относятся к преподаванию модуля «Основы православной культуры», ну, так как и всей предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики», и очень много интересных находок. Вот уже на протяжении более 15 лет у нас проводится конкурс за нравственный подвиг учителя. И в этом конкурсе как раз есть такая номинация – это методические разработки по основам религиозной культуры и светской этики. И я хочу сказать, что очень богатый материал уже имеется у нас. И сейчас вот мы готовим издание, электронное издание с теми методическими рекомендациями, которые признаны лучшими для публикации. Сегодня мы предоставляем слово, я уже говорила, одному из учителей, одному из авторов нашего сегодняшнего семинара, Нине Николаевне Черных. Нина Николаевна, просим вас. Так, сейчас я включу вашу презентацию. Покажу. Очки. Вот тут видно, вот видите, вот тут можно здесь, да? А здесь вы тоже видите, видите? Тут тоже лишь. Вот на эту нажмите. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Нина Николаевна Черных. Я работаю в русской гимназии. Основы православной культуры и светской этики я веду с самого начала 2011 года, а вот основу православной культуры пока еще только 2-й год. Ну, работаю я по учебнику, о котором сейчас рассказывала Тамара Александровна, «Основы православной культуры», авторов Ольги Леонидовны Янушкевичне и других авторов. Учебник мне нравится, да, мне очень удобно по нему работать. Действительно, он структурирован по плану урока, есть и место для актуализации знаний, для закрепления, новый материал, есть много исторических сведений. И я надеюсь, что вот, выслушав сейчас сегодня нас, вы выберете этот учебник для ваших ребят, для вашей школы. Вот, на конкурсе за нравственный подвиг учителя я представила разработку урока по теме «Подвиг христианской жизни». При подготовке к уроку, прежде всего, я всегда опираюсь на текст учебника, читаю его и пытаюсь осмыслить, что же хотели авторы этого учебника, через какое содержание автор учебника предполагает раскрыть данную тему. Цель урока, в моем видении, это показать, цель урока, вот данного урока «Подвиг христианской жизни», это показать участницам, что подвиг – это не только героический поступок, но ежедневный труд души. Это духовное усилие для движения вперед, для духовного роста и развития. Что подвиг – это смирение, когда тебе нагрубили в транспорте,
обманули, осудили друзья, может быть. Есть заповеди: не протився злу насилием, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, не судите, да не будете судимы. Вот, жизнь по этим христианским правилам или заповедям в современном мире действительно становится подвигом для простого человека. Поэтому на первой же странице этого учебника, этого урока, на первой странице этого урока, в учебнике идет знакомство с учащихся правилам, которые мы называем золотым правилом нравственности. Поэтому цель урока я сформулировала так: ознакомление учащихся с православным пониманием подвига, его бескорыстной и жертвенной стороной через золотое правило нравственности в христианской традиции. Урок начинается с мотивационно-целевого этапа или этапа актуализации знаний. Я провела этот этап через проверку домашнего задания, так как на предыдущем уроке учащиеся как раз знакомились с Нагорной проповедью и заповедями блаженства. Чтобы легче было ориентироваться ребятам, на экране вывожу эти заповеди блаженства, которые они уже видели на предыдущем уроке, рассматривали, рассуждали о них. И домашнее задание было дано в учебнике на странице 86. Звучало оно так: выбери любую из заповедей блаженств, подумай, трудно ли и легко тебе было ей соответствовать, и почему. Обсуди это с другими учениками в классе и свое мнение подкрепи несколькими доводами. Выслушав ответы детей, задаю вопрос: а какую же из заповедей блаженств труднее всего было исполнить? Дети, вот в этом году дети назвали 9-ю заповедь: «Блаженны вы, когда вас будут гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И когда я задала вопрос, почему именно эта 9-я заповедь была самая трудная, ребята говорят: ну как же, вот вас гонят, ругают, да, злословят, а вы должны радоваться этому. Какое-то, видимо, недопонимание было. И вот поэтому следует вопрос: а можно ли утверждать, что вот поступать так по заповедям, что для этого нужно очень большое прилагать много труда и усилия воли? Дети, конечно же, отвечают «да». На следующем слайде презентация героев. Да, вот, и здесь в 4 классе многие из этих людей уже известны детям, так как только что перед этим уроком прошли уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. Далее об Иване Сусанине, например, ребята уже знают, 4-классники знают из уроков литературного чтения, а также дети на уроке работают, здесь предполагается групповая работа, и кто-то одно вспомнил в каком-то классе, кто-то другое вспомнил, и группами по 4-5 человек они легко вспоминают этих героев. Александр Невский, например, на уроках окружающего мира знакомится с ним. Вот. И задаю такой вопрос: а нужна ли сила воли была этим людям, чтобы совершить свои поступки? И как можно назвать поступки таких людей, ставших героями своего времени, каждый своего времени? Да? Здесь разные временное пространство этих героев. В разное время они жили. И дети коротко рассказывают, какие подвиги совершали представленные герои. Если никто не расскажет и не обратит внимания на Матрону Московскую, то обращаюсь с вопросом: а какой подвиг могла совершить вот эта женщина в платочке? А случайно ли это фотография на слайде? И
И если никто не расскажет, то я сама рассказываю короткую историю Матроны Московской. Как слово «подвиг» можно рассмотреть на уроке по православной культуре, как оно связано с Нагорной проповедью Иисуса Христа в христианской жизни. Таким образом, мы выходим на тему этого урока, и дети через вопросы называют темы, из их формулировок мы выходим на проблему или на главный вопрос урока. Как жизнь христиан связана с подвигом, или какие поступки людей можно отнести к подвигу христианской жизни. На следующем этапе идет уже построение логической цепочки развития мысли. Нужно, чтобы дети увидели в слове «подвиг» корень «двиг» от слова «движение» и связали его со словом «движение». Для этого каждая группа работает с разными словарями. И толковый словарь, словарь лексический, этимологический, морфологический. И составляется ряд коренных слов: подвиг, двигать, двигаться и движение. Далее ребята отвечают на вопрос: а если это движение, то кто движется, куда движется, зачем он движется, откуда он движется? Где же можно найти ответы на эти вопросы? И, конечно же, дети уже с 1 класса приучены, что если учитель задает такие вопросы, значит, надо найти, поискать в учебнике. Поэтому открываем учебник, читаем, ищем ответы на наши вопросы. И здесь еще ребятам я в помощь приготовила опорную таблицу. К сожалению, и сейчас в презентации этой таблицы нет. Но я могу ее показать, что в опорной таблице не просто опорная таблица, которая помогает ребятам найти эти определения. Она в группе есть. В каждой группе она есть, и ребята работают групповым методом. Да. И вот на этой странице как раз идет знакомство с золотым правилом нравственности, над его осмыслением. Ребята читают текст по цепочке, отвечают на вопросы: о чем прочитали, о каком правиле говорится, что содержится в одном из главных правил и почему это правило названо золотым правилом нравственности. Далее, продолжая читать текст учебника, останавливаемся на страничке 88 после 3-го абзаца. Здесь как раз говорится о подвиге, да, рассказывается на странице учебника о подвиге, как об этом сказал пророк Давид, и как слово «подвиг» связано со словом «движение». И тогда уже ребятам становится понятно, что подвиг требует от человека доброго движения души. Сразу видно, что движение чего? Движение души, дети отвечают. Движение кого? Движение человека. Да? Вот. Ну и на остальные вопросы будем искать дальше в течение урока ответы на эти вопросы. А что же такое духовное усилие, о котором говорит пророк Давид? Найдите это определение в опорной таблице. Снова обращаемся к этой опорной таблице, находят дети определение, связывают ее со словом. Да, читаем дальше учебник, потому как методика работы на уроках ОРКС предполагает опору на нравственный опыт детей, поэтому я здесь снова задаю вопрос: а вы готовы на такой подвиг? Могли бы вы оторваться, например, от игры, если в это время надо помочь маме или бабушке? Делается вывод, что христианская жизнь следует по определенным правилам. Чтобы она была как подвиг, есть особые условия или правила. А какие эти правила? Хотите вы узнать? Конечно же, ребята у нас любознательные, они хотят узнать очень много, а потом уже привыкли, что я на каждый урок готовлю какую-то изюминку, что-то интересное, какую-то работу для них. Снова открываем учебник. Да. И здесь вот в содержании учебника я добавляю рассказ Тамары Ламбиной «Душевная сестра». Почему?
Тамара Александровна уже говорила, что учебник содержит очень много материала и исторического, и литературного, изобразительного искусства. Ну вот я в урок добавила этот материал, во-первых, почему? Потому что мне показалось, что героиня рассказа и ситуация, в которую она попадает, соответствует по возрасту и понятны младшему школьнику. В школе встречаются дети, часто уже сейчас встречаются дети отвергнутые. В введении инклюзивного образования мы видим, что некоторых ребят не принимают, да, в коллективе. А во-вторых, с введением пятидневки в школах уроки литературного чтения сокращены до 3 часов. Для работы с текстом нам не хватает времени на урок, а самостоятельно дети сейчас очень мало читают. Поэтому я использую любую возможность для чтения художественных текстов, поскольку они имеют очень большую воспитательную роль. Обсуждая поступки литературных героев, дети учатся анализировать свои поступки и действовать по совести. Чтение этого рассказа и работа с ним будет уже 4-м этапом урока, потому что здесь наступает точка интеллектуального и эмоционального напряжения. В группе у каждого есть листочек с текстом. На этом уроке текст читала я сама, но, возможно, чтение хорошо читающими учениками по смысловым отрывкам. Остальные слушают, эмоционально проживают содержание текста, описывают ее со словом. Читаем дальше учебник. Потому как методика работы на уроках ОРКС предполагает опору на нравственный опыт детей, поэтому я здесь снова задаю вопрос. А вы готовы на такой подвиг? Могли бы вы оторваться, например, от игры, если в это время надо помочь маме или бабушке? Делается вывод, что христианская жизнь следует по определенным правилам. Чтобы она была как подвиг, есть особые условия или правила. А какие эти правила? Хотите вы узнать? Конечно же, ребята у нас любознательные, они хотят узнать очень много, а потом уже привыкли, что я на каждый урок готовлю какую-то изюминку, что-то интересное, какую-то работу для них. Снова открываем учебник. Да. И здесь вот в содержании учебника я добавляю рассказ Тамары Ламбиной «Душевная сестра». Почему? Тамара Александровна уже говорила, что учебник содержит очень много материала и исторического, и литературного, изобразительного искусства. Ну вот я в урок добавила этот материал, во-первых, почему? Потому что мне показалось, что героиня рассказа и ситуация, в которую она попадает, соответствует по возрасту и понятны младшему школьнику. В школе встречаются дети, часто уже сейчас встречаются дети отвергнутые. В введении инклюзивного образования мы видим, что некоторых ребят не принимают, да, в коллективе. А во-вторых, с введением пятидневки в школах уроки литературного чтения сокращены до 3 часов. Для работы с текстом нам не хватает времени на урок, а самостоятельно дети сейчас очень мало читают. Поэтому я использую любую возможность для чтения художественных текстов, поскольку они имеют очень большую воспитательную роль. Обсуждая поступки литературных героев, дети учатся анализировать свои поступки и действовать по совести. Чтение этого рассказа и работа с ним будет уже 4-м этапом урока, потому что здесь наступает точка интеллектуального и эмоционального напряжения. В группе у каждого есть листочек с текстом. На этом уроке текст читала я сама, но, возможно, чтение хорошо читающими учениками по смысловым отрывкам. Остальные слушают, эмоционально проживают содержание текста, осознают поведение героев, соотносят поступки героев с нравственными нормами. И вот первая часть текста, где мы останавливаемся, и потом было плохо с сердцем, так говорится, и после чтения задаю вопросы ребятам на осмысление. Ребята, а что вы можете сказать о главном герое, о Любе? А почему же она никому не сказала, что ее обидели ребята?
Осудила она главного обидчика, Люсю, свою подругу, которую она считала подругой. А можно ли сказать, что Люба совершила подвиг? А если она совершила подвиг, то в чем он заключается? И как вы думаете, подвиг это для кого? Ради кого? Ради себя или ради мамы, которой нельзя было волноваться, да, потому что у нее после этого болело сердце. И снова мы возвращаемся, обращаемся к Нагорной проповеди. А помните, что говорил Иисус Христос во время Нагорной проповеди? Вот его слова. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. На зло отвечать не злом, а добром. Суд же и наказание над сделавшим зло должно предоставить Господу. Один Господь знает меру того, что нам надо перетерпеть». И чтобы правильно сформулировать правила, мы обращаемся снова к учебнику. Десятилетним ребятам еще трудно вот сформулировать правильно предложение, поэтому я часто очень обращаюсь к учебнику. Примеры приводим из художественной литературы, но чтобы четко сформулировать и правильно знать определение, мы обращаемся к учебнику. Как вы можете назвать это правило своими словами? Ну, здесь очень прямо напрашивается слово, конечно, не осуждай. Так, припустила я, да. Не судите, да не судимы будете, так сказал Христос. А святой преподобный отец Серафим Саровский говорил: не осуждением и молчанием сохраняется мир душевный. И снова обращаемся к ребятам. А вы как понимаете эти слова? Далее снова обращаемся к рассказу. И задаю вопрос. А предположите, а что может дальше произойти с главными героями, с этими девочками, с Люсей и с Любой? И читаем дальше второй отрывок рассказа с предварительным заданием. Слушайте произведение и определите второй вид христианского подвига, или второе правило. Дочитываем. Снова задаю вопрос на понимание содержания, что произошло, почему Люба плакала, о чем она думала, зачем Люба ходила к Люсе, приходил ли кто-то из еще друзей, когда же Люсе становилось стыдно и почему. И в этом эпизоде как раз раскрывается второе правило подвига христианской жизни – не быть как все. Прочитайте об этом правиле в учебнике. Да? Снова обращаемся к учебнику. И там хорошо написано, что православный христианин не может жить и действовать по правилу, как все. Почему? Ребята высказывают свои такие рассуждения. Иногда они бывают очень даже правильные, грамотные, а кто-то по-детски, иногда по-детски наивные. Но это очень хорошо, что этот урок дает ребятам возможность проговорить, да, и рассказать о своем опыте. Далее дочитываем рассказ до конца. С заданием подумайте, можно ли поступок Любы назвать подвигом. Обыкновенная девочка, школьница, да, какой же подвиг она совершила? Можно ли это назвать подвигом? И как вы понимаете выражение, которое заканчивается этот рассказ? Ты моя душевная сестра. Что такое душевная сестра? Далее сравниваем поведение Люси в начале рассказа и в конце. И как же оно изменялось? Что позволило изменить Люси свое отношение к Любе? А можно ли сказать, что Люба стала прекрасным лебедем, благодаря чему стали возможны эти превращения? Чему же нас учит этот рассказ? Здесь мы говорим уже о третьем правиле подвига христианской жизни. И снова обращаемся к тексту в учебнике и читаем это правило. Ребята, как вы назовете это правило своими словами? Конечно же, это прощение. Да? Люба простила Люсе все, и даже помогла ей, когда девочка болела. Любовь ко всем людям. И в учебнике очень хорошо тоже написано, что христианская любовь – это любовь ко всем людям, включая тех, кто тебя не любит и даже ненавидит.
И снова обращаемся к опыту детей, так как при этом они анализируют свое поведение и оценивают свои поступки. А были ли у вас, ребята, в жизни такие случаи, когда вы прощали своих обидчиков или вам простили какие-то проступки? Вот. Конечно же, ребята отвечают. В тексте учебника есть еще здесь, Христос в Нагорной проповеди говорит еще об отношении к богатствам. Вот, как бы у меня на уроке не хватило на это времени, поэтому это, эти слова из Нагорной проповеди я давала детям дочитать самостоятельно, прочитать самостоятельно. Вот. Но все равно на понимании были вопросы, что такое сокровища земные и как вы понимаете сокровища небесные. Опорная таблица, которая была распечатана детям, это помогает им найти правильное определение. И вот после такой вот эмоциональной работы над художественным текстом мы подводим детей к нравственному выбору, самоанализу. Это уже 5-й этап урока будет. И ребята отвечают на вопрос, почему же в христианской жизни важно следовать вот всем этим правилам? Какого правила надо придерживаться в жизни? И подводим их к выводу, что наивысшая любовь – это всецелая самоотдача, самопожертвование. И в этом и заключается подвиг христианской жизни. Жертва не себе, не только своим родным, но жертва Богу получается. И далее говорю, что многие христиане стали такими подвижниками, да, опять слово «движение», или проповедниками учения Христа. Они не брали в руки оружие, не спасали никого от огня и потопа, но своей верой и молитвой спасали многих людей от грехов и смерти. И далее следует короткий рассказ о подвиге святых и о подвиге героев. Небольшие сообщения готовили сами ребята. Вот, рассказали про Иоанна Кронштадтского, вот здесь вот уже и про Матрону Московскую, о Серафиме Саровском, о Ксении Петербургской, одна из девочек рассказала, потому что ее тоже Ксения зовут, ей понравилось это имя. Ну и небольшой рассказ я просто давала одному мальчику, сама нашла материал и дала мальчику, чтобы он подготовил рассказ о Евгении Родионове. Здесь еще сама я вот рассказала несколько таких рассказов из современной жизни, да, вот как раз сегодняшняя тема нашего семинара, современные, традиционные, вот как раз о современных героях-детях, которые спасли своих родных, может, братьев, сестер, да, о современных героях России. И детям этот материал был очень интересен. Они просто слушали завороженно, да, смотрели и слушали. И вот когда на этапе рефлексии уже проводится небольшой тест на понимание содержания урока, здесь коллективный, да, отвечает вместе, и индивидуальный, каждый пишет только правильный ответ на вопросы. И потом мы проверяем этот тест. Также они сами себя проверяют, да, самопроверка происходит. И отвечают коротко, что было интересно на уроках, что поняли, и что теперь, как они будут дальше поступать, какие поступки они будут совершать, что им захотелось на этом уроке еще, или в конце, после урока, как они будут поступать. Ну и в конце урока я еще прочитала стихотворение Алексея Хомякова «Подвиг». Сначала мне хотелось это стихотворение прочитать, начать им урок, но потом почему-то вот решила, что лучше будет им завершить урок. Да. Алексей Хомяков «Подвиг». Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, в любви и мольбе.
Если сердце заныло пред злобой людской, или насилие и схватило тебя с цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них, без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы людской, выше воплей и криков, гордой черни людской. Вот, ребята, конечно, вот этот выпуск у меня ребята что-то там не поняли, потом уже после урока, на перемене они подходили, вот, не поняли слово черни, да, вот, почему гордый и черный, да, почему черный, вот, ну и все равно проходит такая словарная работа, но идет обогащение, словарное обогащение детей и через уроки основ православной культуры. Вот коротко так об этом уроке, о моем опыте. Да, спасибо большое за внимание. Благодарю вас. Так, все верно. Да, использовала, конечно, не все сама я придумала, что-то я брала из опыта других учителей. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы прослушали действительно очень такой красивый такой урок, я бы сказала, как художественное произведение. Нина Николаевна постаралась здесь использовать самые различные подходы, приемы, методы, и я думаю, что действительно урок удался, потому что вот читали разные эксперты, я уже говорила, работа была на конкурсе, и когда у нас было уже заседание общих экспертов, вот все как-то вот проговорили, и все говорили, что да, вот понравился больше всего урок Черных Нины Николаевны. Вот он чем-то таким, вы знаете, вот какой-то глубиной такой своей остротой темы, что ли, задел, и подходом, который учитель этот урок преподал своим ученикам. И я думаю, что вот такие находки, творческие находки, действительно будут очень интересны всем, и можно их будет использовать, может быть, тоже как-то еще более усиливая какие-то моменты, которые, ну вот опять же, все зависит от творческого подхода учителя. Вот видите, здесь использован новый текст художественный, да, причем такой вот удачный текст. Кто-то, может быть, там другой какой-то текст найдет, но все это усиливает саму идею, да, саму цель этого урока. И вот это очень замечательно, и я очень благодарна всем нашим педагогам, ведущим этот предмет, основы религиозной культуры, светской этики, особенно модуль православной культуры, потому что его действительно трудно человеку, который, ну, что ли, не в традициях, культурных традициях живет, преподавать. Но если ты входишь в эту традицию, то открывается целый мир, который пока что, может быть, кому-то идет параллельно, вот, но когда ты в этот мир входишь, то ты понимаешь, что вот это чудо, которое нам оставили наши предки, тысячи лет назад выбрав христианскую традицию, в которой мы с вами живем, и выбрав вот тот путь, по которому идет Россия, русский народ. Спасибо за внимание. Я приглашаю вас на следующий наш вебинар, который пройдет 17 мая. Этот вебинар проходит в рамках преподавания, ну не преподавания, а может быть даже реализации духовно-нравственного воспитания учащихся. И он будет посвящен использованию кино, средств воспитания, духовно-нравственного воспитания наших обучающихся. Пройдет, еще раз говорю, 17 мая в 15:00. Спасибо за внимание.